На странице 23 мы повторяем произношение буквы «К» в твердых и мягких словах и порядковые числительные повторяем. Посмотрим на букву «К». Буква «К» произносится двояко в татарском языке. Твердо, вот «К» имеет хвостик, и мягко, два звука. В словах с мягким произношением, то есть если есть мягкие гласные, здесь есть мягкое гласное и данная буква произносится, данный звук произносится мягко. Если мягкое слово, то мягко произносится к, кön, как в русском, да? К, киль. А если слово с твердым произношением, если есть твердые гласные, как у или а, то произносится твердо. К, кул, кол. Bu нәрсә? Это что? Бу күбәләк. Күбәләк. Мягкие буквы, мягкие звуки к. К. Кояш. Кояш. Твердое к. И посмотрим порядковые числительные. Кем беренче киле? Кто приходит первым? На рисунке изображены ученики первого класса, которые идут к финишу. На уроке физкультуры они занимаются бегом. Стоит учитель физкультуры, который фиксирует, кто же придет первым. Первый в татарском языке будет беренче. Бер – это один, и к слову бер прибавляем окончание энще. У него есть 4 варианта. Может быть энще, если слово твердое, то будет анща, как, например, здесь, вот анща. Или будет без буквы е просто нче, если слово заканчивается на гласную нче. И твердый его вариант нща, буква и без и в начале, так как после слова идет уже одна гласная, то есть 2 гласные подряд не будут уже здесь. Бер, беренще, один, первый. Ике, икенще, второй. Үш, 3, үшенще, третий. Дурт, 4, дуртенще, четвертый. Биш, 5, бишенще, пятый. Алты, 6, алтынще, шестой. Здесь троеточие, но мы до 10 продолжим. Жиде, жиденще, сигез, сигезенще. То есть жиде это у нас 7, жиденще 7, сигез 8, сигезенще 8, тугыз 9, тугызенще 9, он 10, онынще 10. Так, кім бірінші? Бу малай бірінші. Кім икенші? Бу малай икенші. Кім үшінші? Бу қыз үшінші. Кім дүртінші? Малай дүртінші. Кім бишінші? Бу қыз бишінші.